Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». С каждым годом увеличивается количество автотранспорта в республике, при этом увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий, причем большинство из них со смертельным исходом. На дорогах республики гибнет в основном молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. И это серьезная проблема для нашей страны. У нас в гостях сегодня новый руководитель Государственной автоинспекции республики, подполковник милиции Наур Смыр. Он расскажет о том, какие меры предпринимаются новым руководством для решения этой острой проблемы. Наур Григорьевич, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Хотя вы с начала 90-х работаете в правоохранительной системе, и вы не первый раз занимаете руководящую должность, тем не менее, прежде чем мы начнем наш разговор, я хотела бы и зрителям рассказать и дать небольшую такую биографическую справку о вас. Давайте вместе с вами посмотрим. Наур Григорьевич Смыр, подполковник милиции, 1966 года рождения, родился в селе Абгархук Гудаутского района, окончил юридический факультет Абхазского государственного университета. В правоохранительных органах с 1990 года начинал с должности оперуполномоченного УВД по городу Сухум. С 1991 по 2006 годы работал в органах ГАИ. С 2006 по 2015 годы перерыв в работе в связи с сокращением штатов. В конце 2015 года возвращается в правоохранительные органы в должности заместителя начальника управления по охране собственности, позднее становится начальником этого управления. И, наконец, в конце августа 2016 года Наур Смыр назначен начальником управления Госавтоинспекции МВД Абхазии. Наур Григорьевич, участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью за отвагу, женат, отец двоих сыновей. Наур Григорьевич, вы в правоохранительной системе работаете более 15 лет, и сейчас возглавляете Государственную автоинспекцию. Работа сложная, но за последнее время я знаю, что произошли определенные реформы в системе МВД, и в частности в системе Государственной автоинспекции. Как раз они направлены на то, чтобы решить эти острые проблемы, которые есть в стране. Что изменилось или еще предстоит измениться в работе ГАИ? Расскажите нам, пожалуйста, подробнее об этом. Мы начали с ряда организационных таких вопросов. Это в вопросах изменения штатных структур. Наметили план мероприятий на год. Мы обратились и к анализу прошлых лет, и к работе прошлых руководителей, где было бы неплохо вспомнить кое-что и забытое старое. Мы вернули в аппарат, если был орган дознания, но он сейчас иначе называется, и с некими другими функциями, потому что этот, на мой взгляд, уже злободневный вопрос. Мы сделали группу разбора по ДТП, добавив еще одну штатную единицу в количестве 2 единиц штатных. Далее добавили аналитический отдел. Какие шаги предпринимаются еще по наблюдению за нарушителями правил дорожного движения? Я имею в виду установка, может быть, камер видеонаблюдения, потому что во всем мире это уже практикуется, а у нас в стране мы пока отстаем в этом вопросе. Это есть, наверное, одно из нововведений, и можно отнести ее к части тех реформ, которые идут и предстоят. Заключен договор Министерства внутренних дел с ООО «Трансбезопасность». Это инвестиционная программа, она идет до 2019 года. Ее реализация уже началась, уже установлены кое-какие камеры. Буквально сегодня мы начинаем обучать людей передвижными камеры, которые будут передвижные стационарные камеры. Передвижные камеры, они будут в наиболее таких опасных местах по учетам и по анализу дорожно-транспортных происшествий. Весь этот поток информации, он будет проходить в Центр обработки данных, который расположен в МВД, а также в данном случае на Приморском посту. Там уже, в принципе, все готово. Камерами будет наращиваться вся республиканская трасса, в первую очередь. Потом в дальнейшем по программе инвестиционной, она охватывает и города, и в дальнейшем всю территорию республики. Всю территорию республики. Я знаю, что есть определенные проблемы в законодательстве, потому что требуется принятие определенного пакета документов для реализации некоторых пунктов того, что вы собираетесь ввести.
Есть вот определенные проблемы у вас? Передо мной лежит список, например, на наш взгляд, статей, в которые необходимо внести поправки. С этим предложением, естественно, будем выходить как положено, чтобы это дошло до парламента. Дальше, какие-то документы, можете нам вкратце рассказать, что какие-то документы, корректировки требуют, может быть, дополнения? У меня даже по статейно есть. Это Кодекс об административных правонарушениях. Да. Это правила учета дорожно-транспортных происшествий. Тут ряд вопросов. Касаемо нововведений и каких-то нестыковок, конечно, это все, что новое, в видеофиксации, как будут реализовываться штрафы, как они будут приниматься и так далее. Над этим людям, в смысле, парламент уже работает, и в этом направлении уже даже есть какие-то поправки, еще все это в процессе. Но работа этих подрядчиков, инвесторов, она не стоит на месте. Пока процесс законодательный набирает... Да, оно идет, параллельно ведутся мероприятия по установке камер, по наладке, по обучению самих инспекторов наших тоже, да. Так что процесс не останавливается, он идет. Мы очень сильно хотим практиковать и будем практиковать, и уже этот процесс пошел. О предупреждении нарушителей, за то или иное предупреждение, хоть оно и было очевидным, не сразу писать административный материал, предупреждать. Предупреждение не ради предупреждения. Предупреждение будет тоже иметь какую-то основу, оно будет как-то фиксироваться, оно будет в каких-то журналах отражаться и так далее, чтобы потом иметь тоже... представление о том или ином нарушителе, насколько он злостный, насколько повторяются его нарушения. Главное предупредить, чтобы впредь не повторилось. Основная задача, в принципе, наша в этом и состоит. Наур Григорьевич, мне бы хотелось более подробно поговорить о главной теме нашей встречи сегодняшней. Это проблема увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Проблема, хоть и весьма обсуждаемая у нас в стране, но тем не менее пока есть тенденция такая роста количества аварий. И поэтому, мне кажется, имеет смысл об этом говорить чаще. Давайте посмотрим прежде всего на цифры, а потом мы поговорим об этом подробнее. В 1995 году было зафиксировано 139 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 46 человек и 271 получили ранения различной степени тяжести. Количество ДТП, начиная с этого года, понижается. Минимальное количество ДТП было зафиксировано лишь в 2001 году, затем опять рост дорожно-транспортных происшествий, и эта тенденция наблюдается вплоть до 2007 года. На этот период зафиксировано около 200 аварий, при этом уровень смертности на дорогах с 2003 года начинает увеличиваться. С 2007 года количество аварий постепенно уменьшается вплоть до 2014 года. Тогда количество ДТП составило 120 при уровне смертности 61 человек и 150 раненых. С 2014 по 2015 годы наблюдается резкий скачок количества ДТП, значительно увеличилось и достигло уровня 220. Вместе с тем возросла смертность, и если в 2014 году было около 150 раненых в результате ДТП, то в 2015 таких жертв стало вдвое больше. Это официальная статистика, которую нам предоставили в Государственной автоинспекции. И почему такие скачки существуют? Это вообще этим цифрам насколько можно доверять? Ведь не все дорожно-транспортные происшествия фиксируются. И это насколько отражает это реальную картину происходящего в республике? Можно сказать одно, то что в этом направлении тоже ведется работа. Приведенные цифры, это статистика, она вещь упрямая, все те дорожно-транспортные происшествия, где были пострадавшие люди, они попали в отчет. И не попасть они не могут. То есть зафиксировано в принципе все. Но мы понимаем и мы знаем о том, что количество дорожно-транспортных происшествий, их больше, во много раз больше, но при которых люди не пострадали. Не возможно, что кардинально отличаются цифры реальных. Конечно. В этом процессе мы работаем, и одно из первых начало этому, это создание на базе дежурной части при УГАИ. Да? Мы хотим создать ситуационный центр, где будет фиксироваться все.
и должно фиксироваться все. Мы в этом направлении работаем, потому что без фиксирования всех дорожно-транспортных происшествий полнота анализа не будет никогда. По крайней мере, по этим цифрам, которые у вас есть, Конечно, анализ провели. Конечно, да. А где эти, вот, может быть, по районам, по городам, вот наиболее опасные участки, где больше всего совершают ДТП, можете выделить? Ну, в каждом районе как бы есть своя специфика и свой какой-то район, и, к сожалению, не один. Пару участков. Ну, давайте мы скажем прям вот по городу, скажем, да, вот, чтобы в черте города. В черте города, да, аварийные и опасные участки, вот получается улица Цезария, вот, например, вот даже в определенных местах. Начали с чего? Мы делаем полный анализ дорог, состояние дорог, состояние дорожной разметки, всего обустройства дороги, это дорожными знаками и так далее. Делаем полный анализ, и вот этот, в принципе, уже он готов, осталось несколько районов, ну, то учитываем мы все, делаем как бы все дорожное хозяйство приводим в соответствие, и вот остался город Хварчал, Гал, Ачимчира, вот, и Цандрипши, внутри Цандрипши. А сама трасса Псоу-Ингур уже как бы обследована, и мы уже имеем справку. Хочется мне еще поговорить о патрулировании. Вот мы часто становимся свидетелями, когда сотрудники ДПС на вот машинах останавливают автолюбители не на постах ГАИ, а в любом каком-то месте на промежутке трассы, например, Сухум-Псоу. Имеют ли право сотрудники ДПС вот на такие действия и насколько они вот правомерны? Ну, право у них этого никто не отнимал, как бы, да, но тут немножко путают скрытое патрулирование, скрытое фиксирование нарушения правил дорожного движения. Ну, и там не без перегибов. Мы категорически запрещаем становиться инспекторам ДПС на частных машинах или где-то там, как принято говорить, под какими-то деревьями, под какими-то кустами. Если даже такое скрытое патрулирование существует, скрытая фиксация, ее можно сказать, не патрулирование, ее скрытая фиксация. В общем, останавливать не имеют права, значит, получается, да? Вот останавливать мы всегда говорим, что останавливать автомашину должна автомашина, спецавтомашина, которая, значит, соответствующе оборудована, и желательно она не одна, а две. Это как рейдовые мероприятия. И обязательно, значит, в светлом месте, в видном месте и так далее. Тогда они имеют право остановить нарушителя, не для проверки документов, не по какому-то подозрению. Они или по ориентировке, или же то есть по каким-то оперативным мероприятиям они имеют право останавливать, естественно. Иногда идут законы сильно вперед идут, а материально-техническая база отстает. В данном случае у нас сейчас по статьям, допустим, 117 части 2, это, понятно, там и пересечение всего, и превышение скоростного режима, это под ведомственно судам. Суды многие эти материалы возвращают, потому как не хватает доказательной базы. Нет той видеофиксации. Даже если видеофиксация существует, то она какая-то примитивная, она не в установленном порядке или с какими-то невыдержанными ГОСТами и прочими делами. И потом эти материалы возвращаются. То есть в этом отношении или материально-техническую базу надо потянуть побыстрее, или с законом подождать. Вот как-то так, вот, чтобы они как бы шли синхронно, и будет эффективности будет больше. Ну вот о эффективности, кстати, работы ГАИ немало было, вот по этой теме немало совещаний с участием и главы государства. И вот самая последняя это встреча с премьером-министром Бесланом Барциц. Вот давайте посмотрим, что по этому поводу вообще думает премьер-министр. Было проведено целый ряд мероприятий, направленных руководством вашим и руководством страны в целом, направленных на улучшение материально-технического состояния сотрудников ГАИ. Ситуация коренным образом, на мой взгляд, не меняется. Каковы причины этого? То, чем сегодня располагаете вы, должно приносить результат. В общем-то, премьер пока не совсем, конечно, доволен результатами работы Государственной автоинспекции. А вот речь шла, кстати, на этом совещании и о коррупции. Ведь не секрет, что коррупция – это проблема не только для правоохранительных органов, но и для других структур тоже. Насколько я знаю, вот вами разрабатываются, вот по итогам этого совещания разрабатываются программы по стимулированию сотрудников Государственной автоинспекции.
стимулировать их к фиксированию фактов нарушения правил дорожного движения. Вот подробнее расскажите об этом, что это за программа будет, если она вообще будет принята. Это будет, насколько она будет принята, не мне решать, предложение премьер-министра, кстати, последним пунктом этого совещания, был такой вопрос поставлен о том, чтобы было разработано, мы дадим свои предложения, и, на мой взгляд, это очень важно и очень актуально. Это идет о поощрении сотрудников ГАИ по выявленным нарушениям. На сегодняшний день при минимальных таких заработных платах сотрудников ГАИ мы всячески боремся с коррупцией, о том, чтобы, насколько получается и насколько не получается, народ видит, мы сами это видим, и мы понимаем, что с этим надо бороться очень жестко. И одна из таких форм, на мой взгляд, очень существенна. Я всячески в тот период, когда происходило совещание, меня еще не было на этой работе. Однако, когда я увидел итоговый документ, конечно, мне последний пункт очень воодушевил, мне это понравилось. И каким образом будут стимулировать, интересно? Я к этому подойду. К тому, что это по результатам штрафов, если бы какой-то процент или что-то уходило бы на поощрение того сотрудника, который выявил. У нас есть те люди, которые выявили нарушение, их количество больше, и тот, который не сделал ничего, они получают одинаковую заработную плату. Для любого руководителя, который сумел поощрить своего сотрудника, с него легче и спросить, и от него потребовать. Немножко бить по рукам. Это бы помогло. Хотя нам сегодня никто не мешает, закон позволяет, мы это делаем, с учетом того, что авторитет в последнее время ГАИ немного, прям скажем, упал. В ряды ГАИ люди поступать начали, люди, которые, менее образованные, скажем, или с другой моралью и так далее. С ними мы работаем, проводим занятия. Кстати, в планах у нас разработаны серьезные занятия, у нас не проходит недели, чтобы мы не занимались с личным составом. Одна из таких серьезных занятий, кстати, с серьезным видом, я начал это с офицерского состава. Это, конечно, это для меня очень больной вопрос и необходимым вопросом. Это учеба их прямо у нас на доске учим, как оформлять схему, как правильно ее составить, какие материалы должны подкреплены быть, как это все сделать, чтобы люди не просто это знали, помнили и зазубрили, так скажем, чтобы они это понимали. Наур Григорьевич, мне все-таки хочется вернуться опять к теме совещания у премьер-министра. Там, кстати, были приведены серьезные цифры по штрафам. Давайте послушаем внимательно, а потом мы еще немного об этом поговорим. По числу наказанных для нашей небольшой республики, наложено было штрафов на 20 миллионов 655 тысяч. То есть это довольно существенная цифра. И количество протоколов, которое нами было составлено, 24 370 за 7 месяцев. Для количества участников дорожного движения в нашей республике это тоже очень серьезная цифра. А цифры штрафов, насколько эта картина может отличаться от реальности? Говорят, не все штрафы оплачиваются. Конечно. Что происходит в случае, когда штраф выписан, а человек не пошел все-таки оплатить? Опять же, в этих нарушениях, передо мной находится таблица, я вас ознакомливал с этим, где разбиты по видам нарушений. Меня эта статистика также не очень радует, так вам скажу. Мы говорили о том, что по статье 117 части 2 все материалы направляются в суд, и суд выносит решение по штрафам и так далее. Многие из этих материалов возвращены. Я не о том, чтобы спорить, они справедливо возвращены или нет. Нет, конечно, не хватало доказательной базы, их вернули. То есть людей не оштрафовали. Но это немножко сыграло то ли на самолюбие инспекторов, и что мы пишем, а люди не оштрафовываются. Это как-то на бытовом уровне у них это пошло. Сказать, и выразилось, более вяло, в чем выразилось, я дальше продолжу. Выразилось это в том, что по данным статьям, по данным видам нарушений, под статьей виды нарушений, перестали писать.
То есть начали писать более такие, вот, где прочие нарушения, где не нужны какие-то там более сложные документы создавать, и более где доказательную базу формировать им труднее. То есть они пошли по легкому пути. И цифры в денежном выражении, да, они выросли. Но при таком количестве, почти 30 тысячах и 26 миллионов, это меньше 1000 рублей. А вы знаете, какие у нас штрафы, особенно по части 2, где сумма, на мой взгляд, должна была быть выше. Но дело не в суммах, дело не в той сумме, которую дорожно-патрульная служба сдала в бюджет, с помощью ее поступления были в бюджет. А в том, что о эффективности воздействия на дорожную ситуацию. Потому что эти виды, они просто прошли мимо. То есть люди остались безнаказанными. А вот такие виды нарушений... Это из-за проблем в системе законодательства? На мой взгляд, на сегодняшний день, конечно, так. Да не то чтобы в законодательстве. Законодатели сделали свое дело, сделали нормально, они пошли в ногу со временем. А материально-техническая база, то есть вот эта вот видеофиксация, этот момент как бы подтягивается, и оно придет ко времени. Я не думаю, что в этом смысле уже стоит менять законодательство. Лучше подтягивать материально-техническую базу, тем более, как она уже как бы в пути и в процессе. Наур Григорьевич, у нас мало времени эфирного осталось, и вот я еще бы хотела вам показать одно небольшое интервью. Мы пообщались не просто с автолюбителем, а с профессиональным водителем, и причем со стажем, и вот попытались узнать его мнение, в чем вообще причина этой проблемы, роста количества ДТП и его взгляд на пути решения этой проблемы. Мы сами виноваты, государство, причем если мы себя не умеем вести себя. Правоохранительные органы, ГАИ, вот как вы считаете, как должны работать вот в такой ситуации? Они свою работу делают. Достаточно ли эффективна их работа? Наверное, если столько аварий, значит недостаточно. Что-то надо сделать, наверное, что сами должны исправиться, и ГАИ тоже должны. А выдача прав, надо более жестко к этому вопросу подходить? В мое время тогда давали на год. Права давали на год. Если у тебя нет опыта, если год без нарушений не поездил, не давали. Надо было год поездить за рулем без нарушений, потом давали настоящие права. Вот его видение проблемы. Все-таки отсутствует культура вождения все-таки у наших автолюбителей. И, конечно же, не совсем эффективная работа государственной автоинспекции. И вот более жестко, мне кажется, тоже нужно регулировать выдачу водительских прав. Вот как вы все это можете прокомментировать? Конечно. На ком больше лежит ответственность, на ваш взгляд? Ответственность лежит, конечно, на подразделении ГАИ, потому что, понимаете, говорить народ, вы знаете как, он видит то, что видит. Вот наглядный пример, как человек это понимает о культуре вождения и так далее. Но мне не хотелось бы больше комментировать культуру вождения. Это все-таки в процессе, оно должно прийти. Мне, конечно, пользуясь случаями, хочется обратиться к народу и сказать о том, чтобы немного были поосторожнее. А то, особенно вот у нас впереди, как не хочется об этом говорить, но аварийно такой опасный сезон. Сезон начался. Да, не только тут не связано, мы его сравниваем со свадьбами, но, понимаете, меняется дорожное покрытие, меняется температура дорожного покрытия, асфальтового покрытия снижается, коэффициент сцепления резко меняется. Мы, естественно, не меняем резину, знаете, как в России, а просохшая в летний период резина, коэффициент сцепления уходит, динамика езды становится другим, люди сразу не перестраиваются. И одна из наших задач, и одна из наших мер, которые мы делаем, начали это делать, когда резко ухудшается погода, мы на постах пытаемся делать маленький искусственный затор. Не так, чтобы было их много, для того, чтобы инспектор прямо выходит. Я расскажу, как это практически происходит. Становятся инспектора, останавливают поток транспорта и начинают людей просто предупреждать. И немного режим езды у человека меняется. Это эффективный метод, очень хороший метод, и он действует. В случае, когда изменяется такая резко погодные условия, меняются какие-то ветры и так далее, мы мгновенно по постам с дежурной части сообщаем о том, чтобы активизировали работу в этом направлении и выходили на более аварийные участки, просто не для
того, чтобы фиксировать нарушения, не для того, чтобы останавливать машину, а просто предупреждать. Хоть один раз я скажу в защиту ГАИ, наверное, правоохранительных органов. Я вот, конечно, если были бы у меня цифры другие, если была бы ситуация другая, конечно, я больше говорил бы в защиту. Но понимая, сколько нам нужно сделать, еще впереди предстоит, эти пути нам известны, и мы это будем делать. Не хочется говорить что-то в защиту. Но одно в защиту скажу то, что, понимаете, дороги наши, инфраструктура дорог, она, скажем прямо, старых годов, да, рассчитаны были на машин, так скажем, «Жигулей» первой серии, «Волок» 21-х и так далее. При том, даже при этом количестве транспорта, и были бы эти модели, да, я вас уверяю, что количество дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Потому что сейчас автомобили европейского происхождения, новые, с большими литражами, с мощностями, для таких машин в Европе, там, где они производятся, и там, где они ездят в большей части, для них сделаны автобаны и прочие моменты. Естественно, им на таких дорогах уместиться трудно. То есть вот какой эффект дает инфраструктура дорог и развитие, да. Вот, конечно, развиваться в этом тоже необходимо. Это было все, что сказал в защиту. Наур Григорьевич, и вы вот как бы такой даже подытожили наш сегодняшний разговор и рассказали вот в чем все-таки суть дела. Мне приятно, что вы возлагаете ответственность только на правоохранительные, в основном на правоохранительные органы, в общем. И мы как бы желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили об увеличении количества ДТП и работе государственной автоинспекции. При этом, мне кажется, ответственность лежит не только на правоохранительных органах, но и на участниках дорожного движения. Я прощаюсь с вами до следующей недели.